Из рук в руки копия Знамени Победы от Кабардино-Балкарии переходит Республике Ингушетия. Торжественное мероприятие проходит в городе воинской славы Нальчик. В делегации Ингушетии специалисты Комитета по делам молодежи, ветераны СВО, руководители центров «Молодой патриот» и «Авангард», а также ребята из юнармии. Именно такие акции, они объединяют и регионы, и молодежь. У нас есть тоже город воинской славы, это город Малгобек. Думаю, в течение недели мы проведем подобную акцию и уже передадим знамя Победы Чеченской Республики. Знамя Победы является государственной реликвией России. Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова второй степени Идритской стрелковой дивизии был водружен 1 мая 1945 года над зданием Рейхстага в Берлине советскими воинами, после чего на самолете победоносное знамя увезли в Москву. Знамя Победы над Рейхстагом водружено! Сегодня оригинальное победное полотно хранится в Центральном музее вооруженных сил. Для акции «Марш Знамени Победы» Роспатриот-центром в Москве были изготовлены его точные копии и направлены в регионы. Эти акции для нашей страны и для нашей республики очень важны. Почему? Потому что в первую очередь это наша история, история наших отцов, наших дедов. Мы все понимаем, через какой труд, через какую боль они прошли. Сегодняшняя военная спецоперация – это продолжение дела наших отцов. Для меня очень важно прикоснуться к этому знамени. В первую очередь, это знамя Победы, напоминание нам и нашей молодежи, через что прошли наши отцы, наши деды. Для нас также очень важно, что это мероприятие проходит и через нашу республику. Эта акция посвящена Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Как и в разгроме фашистской Германии, решающий вклад в победу на Дальнем Востоке внесли советские войска, сражаясь плечом к плечу с китайскими, корейскими и монгольскими патриотами. 2 сентября 1945 года в Токио представителями Японии подписан акт о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. От победы в Великой Отечественной войне до победы во Второй мировой войне Дальний Восток прожил 117 дней. Кровопролитные бои завершились разгромом Японии. Это знамя – символ невероятного героизма и мужества всего советского народа. Марш Знамени Победы пройдется по всем федеральным округам нашей необъятной Родины. Из рук в руки представители регионов будут передавать эту частичку памяти о двух великих победах 45-го, которые наш народ добыл ценой миллионов жизней, забыть которые мы, потомки победителей, не имеем права. Анастасия Шишина, Султан Булгучев, Магаз 24.